Здравствуйте. ЦИК Абхазии утвердила итоги выборов президента. Им стал Бадра Гунба. Вопреки опасениям, осенние события в Сухуми не повторились, оппозиция так и не вышла на улицы, обошлось без беспорядков. Что означает победа Гунбы для России, как это событие отразится на отношениях Москвы с республикой, сколько денег РФ предстоит выделить Абхазии на развитие, и оправдан ли страх некоторых абхазов о том, что приезжие скупят всю недвижимость. Смотрите далее. Какие обещания дал Гунба сразу после победы? В понедельник, 3 марта, ЦИК Абхазии утвердила окончательные итоги внеочередных выборов президента, состоявшихся в субботу, 1 марта. Избранный по результатам второго тура президентом Абхазии Бадра Гунба набрал 54 954 голоса избирателей, его оппонент, лидер оппозиции Адгур Ардзинба, 41 708, сообщила ЦИК. Таким образом, Гунба набрал 56,85% голосов, без учета испорченных бюллетеней и голосов, отданных против всех. Его оппонент Ардзинба получил 43,15%. Примечательно, что результат в 55% у Гунбы был предсказан в материале News.ru, опубликованном за день до голосования. После заявления ЦИК и О. президента Абхазии Валерий Бганба в понедельник подал в отставку. Новоизбранный лидер заявил, что готов включить в свою команду представителей оппозиции. «У меня нет ограничений, чтобы призвать в команду тех людей, которые могут быть полезны для нашего государства», заявил Гунба. О чем заявил лидер оппозиции Ардзинба. Ардзинба, в свою очередь, призвал своих сторонников смириться. «Мы уважаем выбор многонационального абхазского народа, не хотим накалять обстановку, никакой эскалации быть не должно, мы думаем о будущем нашего государства, мы думаем о долгосрочной перспективе. Ради будущего нашей страны мы не будем накалять обстановку», заявил главный соперник Гунбы. Российский лидер Владимир Путин еще в выходные поздравил Гунбу. Путин выразил надежду на то, что союзнические российско-абхазские отношения будут и дальше укрепляться на благо двух братских народов. Президент пожелал абхазскому коллеге успехов, крепкого здоровья и благополучия. Эта победа означает, что все запущенные перед выборами программы помощи Абхазии со стороны России будут продолжены, сказал News.ru политолог Михаил Чернов, побывавший недавно в Абхазии. Как рассказывал политолог News.ru ранее, после выхода вперед в первом туре, Гунба строил свою кампанию на демонстрации всесторонней поддержки со стороны Москвы. По словам Чернова, многие сторонники Гунбы пытались выставить его соперника Ардзинбу антироссийским кандидатом и чуть ли не турецким агентом. Сколько денег РФ вложит в Абхазию после победы Гунбы? В конце декабря парламент РА в первом чтении принял бюджет на 2025 год. Расходная часть бюджета республики составит 17,49 миллиарда рублей. Из них, по словам Владимира Делбы, в понедельник назначенного И.О. премьер-министра, 5,2 миллиарда рублей составит помощь северного соседа. РФ уже запустила и инфраструктурные проекты, о чем уже подробно писал News.ru. В мае ожидается начало регулярного авиасообщения с Россией через восстанавливаемый с помощью Москвы аэропорт. По новому маршруту пойдут поезда, связывающие абхазскую столицу, село Сочи. Кроме того, инвестировать в Абхазию начнет и частный бизнес, если Сухум разрешит продажу земли и недвижимости российским инвесторам, говорят политики и экономисты. Республика обладает всеми необходимыми ресурсами, чтобы стать привлекательным для россиян центром отдыха, считает первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Природные богатства, удобная логистика и благоприятный климат создают отличные условия для развития туризма. Во время визита в Абхазию
Первый замглавы кремлевской администрации Сергей Кириенко отметил перспективы открытия местного аэропорта, что значительно упростит доступ туристов, сказал News.ru Водолацкий. Однако, по его словам, для этого необходимо навести порядок в туристической инфраструктуре. Нужно модернизировать санатории, дома отдыха, отели, дорожную сеть и предприятия пищепрома. Развитие туризма станет важным источником пополнения бюджета Абхазии и создаст новые рабочие места, предрекает парламентарий. По его мнению, победа Гунбы – шаг к стабилизации и консолидации абхазского общества. При этом вопрос о присоединении Абхазии к России не рассматривается, добавил Водолацкий, поскольку Москву устраивает нынешний статус соседней республики. Как Абхазия пережила политический кризис осенью? Гунба занимал пост президента Абхазии с ноября прошлого года до января 2025. Он вступил в эту должность после ухода в отставку прежнего лидера Аслана Бжании. Тот был вынужден снять с себя полномочия на фоне масштабных демонстраций оппозиции и уличных беспорядков. Россия осенью приостановила выплаты зарплат, социальных пособий и пенсий в республике. Затем из-за неуплат были прекращены и поставки электричества. Решение возобновить социальные выплаты и восстановить электроснабжение было принято лишь зимой. В феврале Москва заявила о перечислении транша в 72 миллионах рублей на социальные выплаты и о поставках электричества на 830 миллионов рублей. Как сказал News.ru финансовый аналитик, член наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев, Абхазия достаточно маленькая, и российский бизнес без проблем сможет ее отстроить. Как известно, после войны 1992-1993 годов республика практически не восстанавливалась. Это намного дешевле, чем Сочи, со всех точек зрения. При урегулировании политических вопросов экономические решаются достаточно просто. Вложения в туризм в Абхазии будут стоить российскому бизнесу несколько миллиардов долларов, но, во-первых, это вполне подъемно, а во-вторых, тут довольно быстрая окупаемость, всего 3-5 лет, сказал Разуваев. Что может помешать инвестиционному буму в Абхазии? Главный научный сотрудник сектора Кавказа ЦПИ и ММО-РАН Александр Крылов высказал мнение в беседе с News.ru, что ощутимые перемены в республике начнутся не сразу, и к этому курортному сезону точно ничего не изменится. Вначале в Сухуме займутся формированием новой пирамиды власти. Придется распределять полномочия среди нескольких ведущих фигур, выстраивать баланс. Проигравшая оппозиция пока притихла, однако оппозиционеры тоже будут требовать своей доли пирога, сказал Крылов. Он считает, что после права российских граждан должны быть расширены. Русские, конечно, не скупят Абхазию, как говорят некоторые жители республики, но какое-то расширение прав россиян должно последовать. Особенно если речь идет о крупных инвестициях в курортный Ачамчирский район. Новое руководство как минимум должно провести законы о защите капиталовложений. Но и это дело не быстрое, полагает Кавказовед. По словам политолога Чернова, победившая часть элит, которая опирается на силовой ресурс ветеранов войны с Грузией 1992-1993 годов из партии Амцахара, вернулась во власть вовсе не за тем, чтобы отдать лучшие республиканские активы российским инвесторам. Группа государственных деятелей совершила изящный политический маневр. Сначала руками вышедшей на улицы оппозиции было торпедировано невыгодное для местных элит инвестиционное соглашение с Россией. Затем объявили оппозицию антироссийской. Благодаря полной поддержке северных соседей удалось добиться убедительной победы на выборах и, уже в новых условиях, гораздо более щедрой помощи из России, предположил Чернов. По его словам, по этому поводу у победителей и оппозиции мнения не слишком отличаются. Почему новой власти в Сухуме может пригодиться оппозиция? В интервью
соперник Гунбы Адгур Ардзинба также высказался против инвестсоглашения, которое призвано было привлечь деньги в местную туристическую отрасль. В этом соглашении не были отражены интересы абхазской стороны и абхазского предпринимательского сообщества, сказал Ардзинба. Схожего с Черновым мнения придерживается и кавказовед Крылов. По его словам, тема недвижимости, приватизации абхазской земли самая трудная и болезненная, поэтому и решаться она будет гораздо дольше, чем все остальные. Все это может опять заглохнуть на уровне согласований, сказал Крылов. К тому же, по его словам, новой власти для разговора с Москвой вполне может понадобиться и поддержка оппозиции. Благодарим за внимание и приглашаем поделиться своими комментариями и взглядами на эту тему. Пожалуйста, не забудьте подписаться на наш канал. До новых встреч!